Согласно ежегодному докладу уполномоченной по правам человека в Якутии Сарданы Гурьевой, в 2024 году в ее аппарат поступило 1529 обращений. Это на 15% больше, чем годом ранее, и более 22% из них это обращения, связанные с так называемой СВО. Проще говоря, каждое пятое обращение в Якутии сегодня о войне. Даже сам доклад начинается не с защиты прав человека, а с причисления участников войны из республики, получивших звание Героя России. Этот блок больше похож на пресс-релиз Минобороны, чем на отчет правозащитного органа. В 2024 году обращений о войне 339. Для сравнения, в 2023 их было 280. Из этих 339 обращений 86 – это пропавшие без вести, 43 – жалобы на невыплату денег, 41 – просьбы об увольнении со службы, 21 – обращения по поводу плена, 15 – просьбы о бытовой помощи семьям мобилизованных. По официальному докладу за весь 2024 год в Якутии всего 86 обращений по пропавшим без вести. Для сравнения, в проекте «Хочу найти» только за один месяц, март 2025 года, от жителей Якутии туда поступило 87 заявок на розыск пропавших. Про военнопленных в докладе тоже сказано, но очень аккуратно и выборочно. Всего за год 21 обращение. И в основном только те случаи, где удалось добиться положительного результата. В отчете приводят примеры, как через запросы подтвердили плен или помогли вернуть человека. Эти истории подаются как успехи системы. Но за кадром остается главное. Государство системно не информирует семьи, списки пленных скрываются, статусы не признаются, люди месяцами, а иногда и годами живут в полном неведении и вынуждены искать своих близких через волонтеров и неофициальные каналы. Из 1529 обращений за 2024 год удовлетворено лишь 118. Это меньше 8%. 92% людей получают обычные отписки. Без реального вмешательства, без результата. В докладе полностью проигнорирована трагедия, произошедшая в ночь на 20 декабря 2024 года в изоляторе Минобороны на Вилюйском переулке в Якутске. Там заживо сгорели 5 военнослужащих, отказавшихся возвращаться на фронт. По сообщениям, их держали без связи с родственниками, без доступа в туалет, под постоянным давлением. В камере на повторе крутилась песня «Я русский». 5 человек сгорели заживо. Немедленным образом отреагировали, внесли обращение в адрес якутского прокурора, военного прокурора, называется военный прокурор якутского гарнизона. Те, кто в сборном пункте находились, по ним, где у нас, к сожалению, есть погибшие, Царство Небесное. И здесь мы, когда это случилось, буквально в 9 утра я уже выехала в Кангалас. По прибытии, конечно, мы увидели не очень хорошую картину. Ребята наши были не поевшие, у них не было воды. Мы организовали с главой микрорайона Кангаласы просто элементарно, чтобы воду попили ребята. Значит, привезли горячее питание. Потом я уже вступила с каждым в общение. Тут же я поставила незамедлительно руководство военкомата, попросила их, ребята, едь, потому что на улице было минус 36. Они были в шортах и в резиновых тапочках. Поэтому, конечно, вы правильно задали вопрос, эти моменты были упорядочены, были одеты, берцы им были доставлены и прочее. Потом ребятами мы были уже на обратной связи, вот до сегодняшнего дня я с ними на связи.